До конца войны еще далековато, да? Очень далеко, потому что болезнь, она никуда не делась. Пациенты поступают. Да, хочется сказать, что прям вот, чтобы так вот сказать, что спад пошел, я пока затрудняюсь сказать. Это спада нет у нас, да. Они болеют, летальность она есть, тоже по летальности спада я не вижу. Лежат, еще раз я повторяю, пациенты именно тяжелые. Это госпиталь Кукмарской ЦРБ. Всего 50 коек, и почти все они заняты. Ну вот посмотрим здесь, например, да? Да, вот на сегодняшний день у нас вот полностью пациенты здесь находятся, да, весь провизорный госпиталь у нас занят. Уже мужская палата, здесь тоже на сегодняшний день у нас полностью забита. Да, одна койка единственная, пока свободная есть. Вот по этой палате можно судить в целом по наполнению. Так у вас процентов на 90, наверное? На 90% у нас, да, весь провизорный госпиталь занят. Пресловутый спад заболеваемости, по сути, приносит лишь одно – спад интереса и осторожности, особенно сейчас. На деле невидимый более обществом враг косит в эти самые дни людей пожилых, многие из которых расплачиваются жизнью за наше отрицание войны. Войны, которая идет. Ну вот я уже вижу, что люди пожилого возраста, конечно. В основном поступают, да, у нас лица старше 60 лет. Вот. Молодых встречается, ну, гораздо реже уже. В основном лица уже 70-80 лет они. И, хочется, конечно, сказать, не вакцинированные. Я думаю, эти койки еще долго здесь будут стоять. Даже да, когда у вас человек 10 останется, вы как-то не будете, наверное, спешить переводить все на, да? Возвращаться к мирной жизни, да? Нет, наверное, нет. Не сданы в архив даже дополнительные койки. Это плюсом к тем 50 в наличии. Некоторые даже не пустуют до сих пор. Не сбылись в эту волну никакие розовые мечты. Омикрон оказался волком в овечьей шкуре. Вот эта не пожилая еще женщина 2 недели боролась за жизнь на аппарате ИВЛ. Молодец она. Старалась. Молодец. С вашей помощью я надеялась только на вас. На Бога молилась, на врачей надеялась. Молодец она у нас. Желаем вам здоровья. Спасибо большое. Это почти чудо. Ресурсы пожилого человека, как правило, невелики. Тяжелых много, да, по-прежнему? Тяжелых много по-прежнему. И в основном, конечно, тяжелые среди взрослого населения 60-65+. Мы вроде ждали от этой нового штамма коронавируса омикрона более легкого течения, но на самом деле эти ожидания наши не сбылись. То есть больные, тяжелые поступают. Также поражение легких идет КТ-2, КТ-3, КТ-4. То есть больные приходится подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких. Они, к сожалению, у нас не все выходят из этого состояния. Коронавирусная война, она не закончена. Кукмарскому госпиталю пришлось бы еще туже, несомненно, если бы он сражался в одиночку. Помогает инфекционная больница Казани. Она забирает, если не всех, то самых тяжелых. Из тех, конечно, кто еще способен пережить переезд. Всех Казань принять просто не может. Особо нет смысла и особо нет мест. Юрий Михайловна, вот куда я не посмотрю, на любой вот ваш этот бокс, я вижу, что нет тут свободных коек. Несмотря на то, что эпидемия идет немножко на спад, но количество тяжелых пациентов не сильно у вас уменьшается, да? Это так? Остается пока. Тем же? Да. У нас койки заняты, мы вынуждены все время сохранять количество врачей, количество штата. В республиканской инфекционной больнице реанимация загружена сейчас на 100%. Каждый день. И если кукмарские врачи только подозревают, что имеют дело именно с лукавым омикроном, то здесь уже имеют возможность научно убедиться в этом. В распоряжении врачей РКИП теперь есть тесты, определяющие тот или иной штамм. И они уже свидетельствуют. Калечит и убивает людей сейчас не дельта, а омикрон. В большинстве случаев. Вот мы это для себя открыли. Для нас было неожиданностью, потому что мы все-таки
Очень надеялись, что именно омикрон-штамм, он так вот пройдет, скажем так, волной иммунизации и в основном не затронет пациентов до такой степени, чтобы они попадали в реанимационное отделение. Ну, есть такие. То, что мы наблюдаем сейчас в любом госпитале, от районного до городского, было предсказано еще в прошлом году опытом других стран мира, уже прошедших через все это. Любая волна, отходя от нашего берега на одну ей известную глубину, забирает с собой самых слабых. Магия снижающихся цифр не дает нам оценить эту глубину. Смертность не падает, тяжесть растет. 780 человек в среднем. Это лишь официальные потери, и это лишь за день. То есть к нам попадают коморбидные пациенты, пожилые, с большим количеством хронических заболеваний, онкологические больные, которые 2 года береглись, а сейчас до них дошел ковид и попадают к нам. Вот самое время сейчас подумать о родителях, позаботиться о них, именно о них. О родителях, о близких. В любом случае соблюдать все те меры, которые мы соблюдали ранее. Ревакцинируйте родителей, если они уже вакцинированы. Там сейчас нет большой опасности. Люди стоят в других очередях и вообще думают о другом. На этих койках в реанимации и вообще в госпиталях очень редко встретишь того, кто был привит. А тем более был привит недавно. Больные в основном не вакцинированные, и они почему-то заблуждаются в том, что именно их эти заболевания сопутствующие являются препятствием. Но я на противопоказания сегодня... Да, я... 72 будет летом, я 50-го года. Вы не прививались? Нет. Почему? Страшно, знаете да? что? Потому что... Страшно, да? Страшно. И хронические болезни у меня много, очень. Опять? Как раз-то больные сахарным диабетом, гипертонической болезнью, ишемической болезнью, рядом других заболеваний должны именно вакцинироваться. Они являются людьми группы риска. В общем, это не так просто. Это на самом деле не просто ОРВИ, абсолютно. Поэтому лучше защищаться. Лучше пока не успокаиваться сами. Конечно. Пока он не успокоится. В рулетку лучше не играть. Это правда, это действительно рулетка, да. Вы уже провели над собой эксперимент, можно ли выжить, не прививаясь. Ну, в вашем случае, в общем, он такой почти, можно сказать, удачный. Да, меня сколько Бог даст. Вот 72 будет, да? Я, знаете... Надо жить. Надо жить. Жить в обществе, взгляды которого слишком часто устремлены в сторону мнимых угроз в тот самый момент, когда беда еще на пороге. Ведь каждая смерть – трагедия. На этой войне нет умерших, есть погибшие. Смерть от ковида близкого человека и в 80, и в 90 никогда не будет казаться вам неизбежным и естественным исходом. Вот о чем мы говорим, это не о том, что коронавирус в принципе останется. Это понятно, что никуда он не денется, как вирус. Мы говорим о ситуации, которая вот здесь, сегодня, сейчас. Он сейчас никуда не делся. Он и сейчас продолжает убивать и калечить людей. Это так? Это так. Это так. Михаил Любимов, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней.